Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня наш разговор о менингококковой инфекции. Для того, чтобы узнать, какова информированность о менингококковой инфекции, мы провели опрос среди родителей. Знаете ли вы, что такое менингококковая инфекция? Если про менингит, то чуть-чуть знаю. Немножко, только мало. Нет, не знаю. Наверное, какое-то инфекционное, какое-то заболевание. Инфекция, которая вызывает менингит, наверное. Знаю. Нет, не в курсе. Как вы думаете, чем она опасна? По-моему, там осложнения очень тяжелые оказаны. Подробностей прям таких не сталкивались, слава богу, не знаю. Грозит, наверное, какими-то болезнями, которые чреваты для здоровья. Грозит даже смертью. Потому что гной, когда доходит, получается, до головного мозга, то уже летальный исход. Вплоть до летального исхода. В результате опроса мы выяснили, что информированность родителей о менингококковой инфекции недостаточная. Поэтому сейчас мы вам расскажем об этой инфекции. Менингококковая инфекция – смертельно опасное инфекционное заболевание. Высказанное в 1919 году утверждение, что ни одна инфекция не убивает так быстро, как менингококковая, актуально и по настоящее время. Заболевание отличается особой тяжестью, высокой летальностью, вследствие большой частоты развития осложнений, несовместимых с жизнью. Опасность инфекции состоит в том, что она может иметь очень быстрое, молниеносное развитие. И даже при не слишком тяжелом течении болезни и при относительно благоприятном исходе возможно неблагоприятное влияние на последующее нервно-психическое развитие ребенка. Менингококковой инфекцией болеют только люди. То есть заразиться от животных, от птиц, от насекомых невозможно. Но чаще всего болеют дети. Дети могут заболеть в любом возрасте. Но каждый третий заболевший ребенок – это малыш до 1 года. Возбудитель заболевания – менингококк. Это микроорганизм, имеющий форму кофейного зерна. Он неподвижен, жгутиков и капсул не имеет и спор не образует. Менингококк очень неустойчив во внешней среде. Он чувствителен ко всем неблагоприятным воздействиям. Он погибает при низкой температуре через 1-2 часа, при обработке дезинфектантами, ультрафиолетовыми лучами через несколько минут. Вне организма человека менингококк быстро теряет способность к образованию колонии и погибает. В слизи из носоглотки он может сохраняться 1-2 часа. Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при очень тесном, на расстоянии до 50 см и продолжительном контакте. Возможны как единичные случаи заболеваемости детей, так и массовые в виде вспышек и эпидемий. Существует 3 группы источников инфекции, разных по своей значимости. Первое – это носители менингококка. Второе – это больные назофарингитом. И третья группа – это больные генерализованными формами инфекции. Инкубационный период, то есть период от момента заражения до появления первых признаков заболевания при различных формах менингококковой инфекции составляет от 1 до 10 дней. Чаще всего это 2-4 дня. Выделяют локализованные и генерализованные формы менингококковой инфекции. К локализованным относятся бессимптомное менингококконосительство, менингококковый назофарингит. К генерализованным формам относятся менингококцемия или менингококковый сепсис, менингит, воспаление оболочек мозга, менингоэнцефалит, воспаление и оболочек, и вещества мозга. И смешанная форма – это сочетание менингококцемии и менингита. К редким формам относятся вызванные менингококком артрит, пневмония, эндокардит и редоциклит. Носительство менингококка широко распространено. Частота носительства варьирует от 2 до 30%. Носитель – это человек, у которого имеются менингококки на слизистой оболочке носоглотки. Но об этом сам человек и окружающие его не знают, так как нет никаких проявлений заболевания.
В связи с отсутствием катаральных явлений носители являются малоинтенсивным источником инфекции. Носителями являются обычно взрослые, хотя они и не знают об этом, а заболевают преимущественно дети. Наиболее важный источник инфекции – это больные назофарингитом, так как в связи с легким течением инфекции и активным образом жизни эти люди имеют много контактов, а наличие катаральных явлений способствует распространению возбудителя заболевания. Менингококковый назофарингит развивается у 80% заболевших менингококковой инфекцией. Он проявляется обычными для воспалительного процесса в носоглотке симптомами. Это острое начало, першение в горле, заложенность носа, сухой кашель, головная боль. Может повышаться температура тела в пределах 37,5 градусов. Общее самочувствие ребенка страдает при этом мало. При осмотре выявляется покраснение в зеве и отечность слизистой. Иногда покраснение конъюнктив, скудное слизисто-гнойное отделяемое из носа. Чаще состояние расценивается как проявление острого респираторного заболевания. Правильный диагноз возможно поставить только в очаге инфекции при обследовании контактных лиц. Длительность заболевания от 2 до 7 дней. Заканчивается выздоровлением. Но часто эта форма предшествует последующему развитию генерализованной формы инфекции. Менингококцемия развивается остро, внезапно. Ее проявления нарастают очень быстро. Родители могут указать не только дату, но и точное время начала болезни. Резко повышается температура тела с ознобом до 40 градусов, трудно снижаемая жаропонижающими средствами. Отмечается повторяющаяся рвота и выраженная головная боль и жажда. Но основным и наиболее характерным признаком менингококцемии является сыпь. Сыпь появляется обычно через 6-15 часов после начала болезни. Чем раньше появляется сыпь, тем тяжелее прогноз и течение болезни. Чаще всего сыпь локализуется на бедрах, голенях, внизу живота, на ягодицах. Распространяется сыпь быстро, буквально растет на глазах. Появление высыпаний на лице свидетельствует о тяжести процесса. Это неблагоприятный прогностический признак. Размер сыпи может быть разным – от мелкоточечных кровоизлияний до крупных неправильной звездчатой формы элементов багрово-синюшного цвета. Сыпь является кровоизлиянием в кожу. Она не исчезает при надавливании, располагается на бледном фоне кожи. В центре крупных элементов сыпи может развиваться спустя пару дней некроз, омертвение тканей. Некротическая поверхность покрывается коркой. После ее отхождения образуются язвы, которые рубцуются очень медленно, до 3 недель и более. Некроз может возникнуть и на кончике носа, фалангах пальцев, ушных раковинах с развитием сухой гангрены. Симптомы при менингококцемии могут нарастать очень бурно, особенно при молниеносном течении заболевания. Кровоизлияние в конъюнктивы или склеры глаз может появиться иногда даже раньше, чем сыпь на коже. Возможно возникновение кровотечений носового, желудочного, почечного и кровотечений в различные органы. В случае кровоизлияния в надпочечнике развивается острая надпочечниковая недостаточность, которая может послужить причиной летального исхода. Острая надпочечниковая недостаточность проявляется резким падением артериального давления, рвотой, появлением синюшных пятен на коже на фоне резкой бледности. При отсутствии квалифицированной медицинской помощи летальный исход может наступить в течение нескольких часов. Крайне редко встречается хроническая форма менингококцемии с периодическими рецидивами. Она может длиться в течение нескольких месяцев. Гнойный менингококковый менингит также характеризуется острым началом. Появляется резкая разлетая головная боль. Маленькие дети реагируют на нее беспокойством, пронзительным плачем. Температура с ознобом может повышаться до 40 градусов и не снижается после принятия ребенком жаропонижающих лекарств. Головная боль усиливается в ответ на любой раздражитель. Громкий звук, свет, даже на прикосновение. У маленьких детей это проявляется в виде симптома отталкивания материнских рук.
Усиление головной боли отмечается при движении, при повороте головы. Аппетит отсутствует. Многократно повторяющаяся рвота не приносит облегчения. Она не связана с приемом пищи. Ребенок бледный, вялый, мышечный тонус повышен. Характерна поза ребенка в постели. Лежа на боку, свернувшись калачиком, с притянутыми к животу ногами и запрокинутой назад головой. У детей грудного возраста отмечается выбухание, напряжение и пульсация большого родничка. Иногда появляется расхождение швов между костями черепа. При обезвоживании маленького ребенка родничок западает. При распространении процесса на вещества мозга развивается менингоэнцефалит, что проявляется такими симптомами, как нарушение сознания, двигательное возбуждение и судороги. При осмотре выявляются парезы или параличи конечностей, глазодвигательные расстройства, снижение слуха и зрения. В тяжелых случаях при развитии отека мозга возможны нарушения глотания, сердечной деятельности и дыхания. При смешанной форме могут преобладать как симптомы менингита, так и симптомы менингококцемии. Как же помочь заболевшему ребенку? При появлении у ребенка симптомов воспаления носоглотки следует обращаться к педиатру. При быстром повышении температуры, ухудшении состояния ребенка, выраженной головной боли и особенно появлении кожной сыпи необходимо срочно вызвать скорую помощь. При малейшем подозрении на менингококковую инфекцию проводится срочная госпитализация ребенка. Лечение проводится в инфекционном стационаре. При менингококцемии еще на догоспитальном этапе участковым педиатром, если он был вызван на дом к больному ребенку или же сотрудниками скорой медицинской помощи, вводятся необходимые препараты для того, чтобы предотвратить ухудшение состояния ребенка во время транспортировки больного в стационар. Ибо счет идет даже не на минуты, в некоторых случаях даже на секунды. Для подтверждения диагноза в стационаре применяются различные методы лабораторной диагностики, в том числе и спинномозговая пункция. Бояться ее не следует, так как это необходимая диагностическая процедура, которая поможет врачу назначить правильное лечение. После перенесенного заболевания могут выявляться различные остаточные явления и осложнения, чаще всего со стороны центральной нервной системы. Для профилактики любых заболеваний важен здоровый образ жизни, который в себя включает, конечно же, закаливание, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня, здоровое сбалансированное питание. Все-таки менингококковая инфекция – это заразно. Поэтому важно проводить противоэпидемические мероприятия. Сразу же после госпитализации больного мы проветриваем помещение, проводим влажные уборки. Если имеются лампы ультрафиолетового облучения, лучше проводить кварцевание. Все белье выстирать, детские игрушечки прокипятить. Всех контактных обследуют. Если выявлено бактерионосительство, выводят из детского коллектива, накладывают карантин. Существует также специфическая профилактика – это вакцинация. Она не включена в национальный календарь прививок. В Российской Федерации проводится по эпидпоказаниям. Но кому же проводить эту вакцинацию, решается врачом. Уважаемые родители, учитывая вероятность очень бурного развития заболевания, не следует затягивать время при обращении к врачу по поводу любого заболевания ребенка. Только правильное и своевременное лечение может спасти ребенка. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.